Здравствуйте! Вы смотрите «Дорожный патруль» сегодня в выпуске. В Иглинском районе ДТП с участием 4 транспортных средств лишило жизни 2 человек, один из которых был несовершеннолетним. В Нефтекамске в столкновении с легковым автомобилем оборвалась жизнь мотоциклиста. В Уфе в дорожной аварии погиб водитель также двухколесного транспортного средства. В Бишбулякском районе молодые люди ночью во время следования в соседнюю деревню в ДТП потеряли друга. В Милюзовском районе нетрезвый водитель совершил смертельное опрокидывание автомобиля в реку. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Иглинском районе дорожное происшествие с участием 4 транспортных средств лишило жизни 2 человек, один из которых был несовершеннолетним. На 1542-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись грузовик «Вольво», легковушки Volkswagen Polo, Subaru и Renault. В результате дорожной аварии 36-летний водитель автомобиля Volkswagen и его 17-летний пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП. Там же в Иглинском районе произошла еще одна смертельная дорожная авария. На улице Калинина села Улу-Теляк столкнулись автомобили ВАЗ-2110 под управлением 35-летнего мужчины и встречный, незарегистрированный в установленном порядке мотоцикл «Иж-Планета», за рулем которого находился 28-летний местный житель без прав. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте. И в Нефтекамске оборвалась жизнь мотоциклиста. По имеющейся информации, на улице Янаульская 70-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Веста» при повороте не уступил встречному мотоциклу «Хонда» и допустил столкновение с ним. От удара двухколесное средство отбросило на другие автомобили. В результате 34-летний водитель мотоцикла скончался на месте. 68-летняя пассажирка «Лады» с травмами была доставлена в больницу. В столице республики также погиб мотоциклист. В ночное время на проспекте Октября 40-летний местный житель за рулем автомобиля Ford Focus при развороте допустил столкновение со встречным мотоциклом BMW. В результате дорожной аварии водитель двухколесного транспортного средства, 25-летний местный житель, скончался на месте. И в Дюртюлинском районе оборвалась жизнь мотоциклиста. Жители села Ангасяк на улице Советская обнаружили труп мужчины. По имеющейся информации было установлено, что в ночное время 31-летний местный житель, лишенный водительских прав за рулем незарегистрированного мопеда марки «Вента», совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался. В Гафурийском районе в ДТП погиб водитель. 49-летний местный житель за рулем автомобиля Kia Rio не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. Известно, что в салоне еще находился его 11-летний сын, он не пострадал. В Янаульском районе также опрокидывание транспортного средства стало смертельным для пенсионерки, возвращавшейся домой от детей. На 16-м километре автодороги Янаул-Старый Курдым 73-летний житель Татарстана за рулем автомобиля «Шевроле Нива» не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 70-летняя пассажирка, супруга водителя с различными травмами, была доставлена в больницу, где, не приходя в сознание, скончалась. И в Туймазинском районе зарегистрирована смертельная дорожная авария. На 37-м километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы столкнулись автомобили ВАЗ-2107 под управлением 85-летнего местного жителя и Infiniti QX60, за рулем которого находился 38-летний мужчина. По информации пресс-службы Республиканской госавтоинспекции, в результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался в карете скорой медицинской помощи. В Бишбулякском районе в ночное время между селом Кунакулово и деревней Касимовка 22-летний молодой человек за рулем автомобиля «Шевроле Клан» на гравийной дороге совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии 4 молодых парней, не пристегнутых ремнями безопасности, выбросило из автомобиля. В результате ДТП все были доставлены в больницу. Из них 22-летний пассажир скончался в медучреждении. Состояние самого водителя оценивается
оценивается крайне тяжелым. Известно, что автомобиль был приобретен за неделю до трагедии. У водителя взяты образцы крови на наличие этанола. По данному факту ведется разбирательство. Объятия. Каждый день дарят нам чувство любви, заботы, безопасности. Нам так нужны эти объятия. Пьяные водители являются главной опасностью на дороге, ведь они создают угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Алкоголь притупляет реакцию и не позволяет контролировать процессы управления автомобилем. Так, в Мелеузовском районе, недалеко от деревни Айтуган, 70-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в реку Белая, в результате чего водитель скончался на месте происшествия. Со слов пассажирки, которой удалось выбраться из тонущей автомашины до трагедии, она вместе с водителем распивала спиртные напитки. Также и в Федоровском районе водитель без прав погиб, опрокинув транспортное средство в реку. Полицейскими было установлено, что на 4-м километре автодороги Ишмухаметова-Нордовка-Михайловка 44-летний житель города Салават за рулем автомобиля ВАЗ-2111 совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием в реку Ашкадар. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая покажет, что стало истинной причиной смерти мужчины. А в Миякинском районе в ДТП с участием нетрезвого водителя пострадал ребенок. На улице Абдулина села Киргиз-Мияки столкнулись встречные автомобили «Шевроле Круз» и ВАЗ-2114. В результате дорожной аварии 15-летняя пассажирка ВАЗа с различными травмами была доставлена в больницу. Известно, что 35-летний водитель иномарки находился в состоянии опьянения. Следует отметить, что он уже в 3-й раз привлекается к ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. В Сибае по вине также пьяного водителя пострадал пешеход. На улице Кинзия Расланова 47-летний местный житель за рулем автомобиля Renault Logan допустил наезд на 43-летнюю женщину, которая в результате получила телесные повреждения. Со слов водителя, спиртные напитки употреблял вместе с пострадавшей, которая была подругой его супруги. А в Буздякском районе случай наезда на пешехода автомобилем под управлением нетрезвого водителя стал смертельным. Недалеко от села Ташлыкуль 39-летний местный житель за рулем «Лады Гранта» допустил наезд на 65-летнего пешехода. В результате ДТП сбитый мужчина от полученных травм скончался на месте. Известно, что 2 молодых человека распивали спиртные напитки, после чего один из них уехал домой. Во время движения допустил съезд транспортного средства под мост. На место ДТП вызвал своего отца. Спустя некоторое время его такой же нетрезвый товарищ за рулем «Лады» направился также в сторону дома. На мосту, откуда ранее съехал его друг, допустил наезд на мужчину, который на тот момент пытался вытащить автомобиль сына. Возбуждено уголовное дело. В Бураевском районе на 5-м километре автодороги Новотазларова-Старокарагушево 67-летний пьяный местный житель за рулем автомобиля «Волга» допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил травмы. Аналогичное ДТП по вине нетрезвого водителя зарегистрировано и в Карайдельском районе. На 2-м километре автодороги Бартага-Сидяж 39-летний местный житель без прав за рулем, не зарегистрированный в установленном порядке Нивы, будучи в нетрезвом состоянии, допустил опрокидывание транспортного средства. В Благовещенском районе произошло смертельное опрокидывание автомобиля под управлением водителя в состоянии алкогольного опьянения. На 6-м километре автодороги Бедеево-Поляна-Федоровка 40-летний местный житель за рулем «Лады Гранта» совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожной аварии водитель был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался. Пьяному водителю из Баймакского района повезло, что отделался лишь травмами. На 10-м километре автодороги Бекешево-Иткулово 53-летний местный житель за рулем автомобиля «Джейли» совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель был доставлен в больницу. Жизнь состоит из разных эпизодов, хороших и плохих. И в жизни нет функции перемотки назад, чтобы исправить ошибки. Принимайте правильные решения. Не садитесь за руль в состоянии опьянения.
Республиканская госавтоинспекция и команда телепроекта «Дорожный патруль» поздравляют с днем рождения начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Караидельскому району Руслана Авгаловича Нурисламова. Также желают крепкого здоровья, боевой выдержки и бодрого духа. Приказом министра внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-лейтенанта полиции Романа Деева на должность заместителя командира отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Башкортостан назначен капитан полиции Иван Глазунов. Иван Ильич родился 1 июня 1986 года в Кармаскалинском районе. Имеет 2 высших образования. На службу в госавтоинспекцию пришел в 2009 году. Награжден медалью за отличие в службе 2 и 3 степеней. Госавтоинспекция Республики Башкортостан и команда телепроекта «Дорожный патруль» желают вам, Иван Ильич, успехов в непростом труде. Госавтоинспекция Республики Башкортостан приглашает на службу. Требования к кандидатам на вакантные должности. Возраст от 18 до 35 лет, наличие высшего или среднего специального образования, службы в вооруженных силах, водительского удостоверения и отсутствие судимости. Работа в ГИБДД – это полный социальный пакет, достойная стабильная зарплата и карьерный рост. Также имеется возможность получения профильного бесплатного высшего образования на базе Уфимского юридического института. За дополнительной информацией можно обратиться в местные подразделения госавтоинспекции. В Уфе в полк ДПС ГИБДД ОМВД России по адресу улица Лесотехникума, 20/1 или по телефону 8 347 279 33 29. Неприятности с автомобилем? Мы решим эти проблемы. Добро пожаловать в Bosch Diesel, в авторизованное гарантийное представительство фирмы Bosch. Опытные специалисты выполнят полную и точную диагностику вашего автомобиля, а затем профессионально устранят найденные дефекты. Мы обеспечиваем надежность. Телефон 8 986 700 1202. Покоряй дороги, наслаждайся свободой, становись успешнее. Автошкола «Беркут». Приходи учиться, стань уверенным водителем. Проектирование, газификация и монтаж котельных, прокладка газовых сетей, водопровода, канализации и теплоснабжения. Компания «Уфа-Строй». Серьезный подход, контроль и качество. Присылайте свои видео на наш телеграм-канал «Дорпатруль Уфа», в нашу группу ВКонтакте, на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Будьте предельно внимательными на дорогах, берегите себя.